Эрдене! Эрдене? Кто это? Арасан, брат мой. Не узнал его? Да он же мальчишкой был, когда уезжал. 4 месяца до Китая и столько же обратно. Чему тут удивляться? Великий Каган не в Орде. Он на охоту поехал. В 2 переходах отсюда. У реки. Ну а мы в свой улус. Великий Каган собирает все войско. Мы идем в поход к последнему морю. А ты говорил, не попаду. Хорошая шкура. Красивая очень. Я ее первый заметил. А чего не стрелял? Я думал... Думал. Не надо думать. Надо сразу стрелять. Эрдене, отдай мне ее. Почему? Отдай. Она мне очень нужна. А зачем? Хочу девушке подарить. Девушке? Ха-ха. Я тоже хочу девушке подарить. Что будем делать? Ладно, поехали. Качула ждет нас. Гостей бы не потерять. Хать, 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 хать. Чу, 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 чу. Они должны быть где-то здесь. Ты ничего не видишь? Нет. Чё? Чё? Смотри! Это конь Хачулы. Чё? Смотри, Эрдене, смотри! Вижу. Кто это? Их много? Не знаю. Надо спасать Еличусая. Если потеряем его, Великий Каган опустит нас в кипящее масло. Будьте вы прокляты, собаки! Прочь, безумные! Силой вечного неба, имя Чингисхана да будет свято и благословенного всё века. Непокорившимся смерть! Здесь его слуга и его гость. Прочь! Иначе гнев государя моего сметет вас и весь род ваш. Отступите! Твой владыка уже погубил наш род. Убил наших ханов. Забрал наших жен. Если небо выбрало такого, как он, значит, мы не нужны небу. А ты, китаец, ответишь за нашу кровь. Эй! Будь за спиной. Вы что, не видели ярлык великого хана? Да, мы видели. Но покажи еще что-нибудь. Их только двое, мой хан.
А ты все еще можешь уйти, монгол. Смотри, Тангут, это смерть. Не беспокойтесь, уважаемый Цю Чанчунь. Опасности нет. Я никогда не беспокоюсь. Ага. Хороший день. Красивая река. Эти отважные батыры спасли нас от подлых убийц. Славные молодые люди. Смерть — это продолжение жизни. Красивая река. Красивая река. Куда вы, Чанчунь? Стойте. Только не в реку. Стойте! Стойте! Нет, нет, нет. Он не хотел. Смерть ему, смерть. Силою вечного неба имя Кагана да будет свято. Он нарушил закон Кагана. Умри! Он не знал. Не знал. Не хотел он. Не знал. Мы везли его 4 месяца, как почетного гостя. Елючу Цай — советник Кагана. Он называет его учителем. Я знаю. Подумай, что бы сказал Каган, если бы я тебя не остановил. Ты бы убил его гостя за то, что он мылся в реке. Закон Кагана запрещает мыться в реке. Можно накликать бурю. И где она, буря? Где? Солнце еще ярче. Ты что, не веришь в мудрость Кагана? Каган придумал законы для монголов. Вот если бы ты или я зашли бы в реку, то началась бы буря. А то, что чужеземец, вряд ли. Я так думаю. Сам говорил. Не думай, а стреляй. Зверя стреляй! На, подаришь своей девушке. А как же ты? А моя и так меня любит. Чистая вода. Живая прохлада. Сила Чингисхана в страхе. Как это понять? В своде законов Чингисхана, что записано, то и исполняется беспрекословно. И если из десятки воинов побежит один, казнят всю десятку. Из сотни побежит десятка, казнят
всю сотню. И так далее. Поэтому воины великого Кагана никогда не обращаются в бегство. Нет смысла бежать навстречу смерти. Наступают и отступают все они, как один. И нет им равных на поле боя. Мудрые законы. Никто из тысяч, сотен и десятков, которым он приписан, не смеет уходить или укрываться. Никто того человека не должен к себе допускать. А если кто-либо поступит вопреки этому, его убьют всенародно. Никто не бросает воинский стан ни от холода, ни от жары, ни от болезней, ни даже от пожара. И вот мое последнее повеление. Пока волею неба мы держим свой путь на закат солнца к берегам последнего моря. Всем обозным женщинам запрещается деторождение. Жены на сносях сразу должны покинуть войско. Мужи и жены, нарушившие запрет, будут убиты. Ничто не остановит мой поход к последнему морю. Твое повеление будет исполнено, Сын Неба, Владыка Вселенной. Все подданные сегодня же узнают о твоей воле. Скачите по улусам, передайте волю великого Кагана. Ее должен знать каждый монгол. Великий Каган, они вдвоем одолели 6, и ни один враг не ушел живым. Говорите Кагану, кто вы. Я десятник Ордене, и мой сводный брат стрелец Арасан. Оба мы из улуса Галун. Так это ж мой десятник. Десятник Ордене смелый и разумный воин. Редкое сочетание. В чем же его разумность? Побеждая врагов, он избегает крайностей. Позволь, великий Каган, преподнести тебе этот дар. Аша, племянник предателя Илуху Бурхана.
Голова врага — добрый подарок. Пусть Ашу похоронят со всем уважением, подобающим ханскому роду. Какого ты рода, десятник? Кто твой отец? Мы из рода Борджигит. Отец наш, Богда-Богатур, бился под твоим знаменем и пал во славу неба на реке Иргиз, когда мне было 9 лет. Мы из одного рода. И мне было 9 лет, когда погиб мой отец. Повелеваю быть вам обоим моими хептеулами. С такими воинами я не только дойду до последнего моря, но и переплыву его. Почтенный гость мой, мудрейший из мужей Цу Чан Цунь. Встречи с тобой я ждал много лет, и сейчас зову тебя вкусить плоды беседы с близкими в моей юрте. Хорошая шкурка. Тебе было 12 лет, когда убили отца. Что? Молодец, Эрдене, ты теперь десятник Хептеулов. Поздравляю. Тебе было 12, а не 9 лет. Арасан, забудь об этом. Дагуланг. Ты была такой красивой. Была? Стала еще красивей? Почему? Как у тебя получается? Правда? Ты такой смешной. Что тебе надо? Ты меня не помнишь? Нет. Это я, Арасан. Не помню. Это тебе, Дагуланг. Я ее подстрелил для тебя. Ну, не я, а Эрдене. Кто? Мой сводный брат, Эрдене. Ты маленький брат Эрдене? Я не маленький. Я уже Хептеул. Да что ты болтаешь? Какой ты Хептеул? Сам Каган принял нас в Хептеулы. Меня и Эрдене. А Шахана я убил. Всадил стрелу ему прямо в лоб. Ты или опять твой брат, Эрдене? Он меня всему научил. Я теперь, как великий стрелок Эрхимерген, могу убить 6 солнц из своего лука. Я вспомнила. Ты еще все время ходил за мной. Такой маленький и глупый. Я не маленький. Поцелуй меня. Ты еще не такой меткий. А целоваться тебя тоже учил твой брат Эрдене? Нет. А каким надо быть, чтобы поцеловать тебя? Самым. Если Каган сделает меня своим Тукчи, даст мне свое девятихвостое знамя, я стану самым. Ну вот когда станешь, тогда и приходи.
Что ты здесь делаешь? А ну, уходи отсюда! Я знаю тебя. Ты Алтун. Прислужница Дагуланг. А ты кто такой? Я Расан. Помнишь, прошлой весной? Да, вспомнила. Ты обзывал меня верблюдицей. Дурной мальчишка. Верблюдица. Злая верблюдица. И ему нужна Дагуланг. И этот туда же. Дагуланг! Эрдене. Арасан, это Дагуланг, помнишь ее? Это мой брат Арасан. Ты его знаешь? Скоро я соберу свои тумены. И мы, волею всемогущего неба, отправимся на закат солнца. В последний поход к последнему морю. Я пройду дальше Искандера Двурогова, через земли команов, булгар, русов и латинян. Увижу волшебный край, где живут великаны, драконы и люди с собачьими головами. И прекрасные женщины с крыльями и голосом звенящей струны. Ты же слышал об этом? Сила и власть пришли ко мне слишком поздно. Я стар. Время сильнее меня. И когда мы оставим малых детей и беременных женщин, и кони наши побегут быстрее, все равно этот путь займет долгие годы. Ты мне сказал, что бессмертия нет. Ни для раба, ни для императора. Но если вечное небо избрало меня, неужели оно позволит мне умереть, не завершив великое дело? У меня нет другого предназначения. Бессмертие не существует только для тела. Душа, великий Каган, душа живет вечно. Я знаю, знаю. Дух мой возродится. Но какая радость стать цветком или бабочкой, если я не сяду на коня. Даже такое бессмертие доступно лишь совершенной душе, очищенной от страстей и пороков. Нет, он не понимает меня. Уйдите все! Оставьте меня! Наедине с ним! Прочь все! Бельгутай, останься.
Ты говоришь мне про людей. Простых людей, которые, как сайгаки, бестолково бегают по степи. Я Чингисхан, сын неба. Я не могу умереть, как все. Ты знаешь секрет эликсира бессмертия. Того, что придумали ваши мудрецы для императора. Но ты не веришь, что я избранник. Ты должен узнать мою жизнь. Я хочу больше узнать про тебя. Небо выбрало меня, но одарило только горем и нищетой. В детстве враги убили отца. Друзья бросили нас. Улус распался. Так было во всей Монголии. Ты помнишь то время, Бельгутай? Да. Земля была в крови. Звездное небо поворачивалось. Никто не ложился спать. Все друг друга грабили. Брат шел на брата. Почему не сказала тогда? Ты же знала. Когда я уезжал в Китай, ты уже знала. Да. 2-й месяц пошел. Но я не хотела, чтобы ты волновался из-за меня. Как ты носила его? Никто не заметил? Нет. Нет. Я почти не выходила из юрты. Стирала столько знамен. Одевалась, как толстуха. И животик был такой маленький. Я думала, у нас родится совсем кроха. А вышел вон какой богатур. Дагуланг. А закон Кагана? Как на тебя похож. Ты нарушила закон. Я? Мы нарушили закон. Ты и я. Назовем его Кунан. Закон Кагана. Смерть для нас обоих. Тебе не нравится имя Кунан? Ну, давай назовем его, как ты хочешь. Смерть наша. И любого, кто нам поможет. Алтун ничего не скажет. Откуда ты знаешь? У нее злое лицо. От женщин можно ожидать все, что угодно. Ты подумала о нас? Нет. Надо было подождать год. Всего 1 лето. Поход не продлится дольше. Бедный Кунан. Он тоже нарушил закон. Это не страшно. Он такой маленький и легкий.
Его можно бросить со скалы. Или в реку. Река унесет его. Как будто бы ничего и не было. Кунан — красивое имя. Мне нравится. Я хочу, чтобы моего сына звали Кунан. Вас никто не заметил? Нет. Все, давай мне его. Ну давай же, Алтун. Что с тобой? В полдень. Ждите меня за большой сопкой, у реки. Ты куда? Скажу, что я болен. Может быть, один день нас не станут искать? Кунан. Милый. А вы еще вернетесь? Нет. Ты же знаешь, нас убьют. Моя юрта теперь твоя. Спасибо тебе за все и прости. Ты прости меня. Прости. Как же я буду теперь одна? Одна? Скоро у тебя будут 1000 мужчин. Каган собирает все войско. Ты откуда? Говорят, давно в стане не слышали плач младенца. Брат. Прошу тебя. Не говори никому, что видел меня. Не надо, Расан. Ты потом поймешь. Где ты ходишь, десятник Эрдене? Я здесь, господин. Ты Хептеул и должен жить с Хептеулами. Мы глаза и уши Кагана. Мы его руки и пальцы. Не знаю, чем ты так усладил очи Кагана, но он вспомнил о тебе с первым лучом солнца. Он повелевает тебе быть его тукчей и держать над его головой 9-хвостое знамя. На закате придешь ко мне, а завтра на заре встанешь со стягом у золотой юрты. Мне донесли ночью, что женщина из рода Очегина нарушила закон Кагана. Она родила в тайне от всех в своей юрте. Приведи ее ко мне. Что с ней будет, с женщиной из рода Очегина? Презревшим закон Кагана смерть. Запомни и не спрашивай больше. Давай. Пошел.
Мой вчерашний рассказ не убедил тебя, что я избранник вечного неба. Я понял, что не поверил. Знаешь, еще мальчишкой в ярости я убил своего сводного брата, Виктера. И шаман, совершив священный обряд, сказал про меня. У него взгляд как огонь, а лицо как заря. В этом ребенке живет страшный демон. И только он нужен сейчас монголам. На меня приговорили к рабству. Я носил колодку на шее и каждый день выпрашивал себе кусочек лепешки. Разве это избранник неба? Да. Я ничего не получил просто так. Бежал из неволи, вернулся к родным, женился. И тут поганые меркиты решили отомстить мне. Небо все еще испытывало меня. Меркиты подло захватили наше кочевье. Перебили всех. Увели мою жену, мою Борте. Мне удалось уйти. И только тогда я понял, что нужно обрести силу. Около года я собирал своих сородичей. Всех союзников. Всех, кто ненавидел меркитов. И кто просто любил грабить чужие кочевья. И мы победили. Перебили всех меркитов. Я нашел свою жену, которая родила в плену сына. Все говорили, что он сын Меркита. Но я знал, что это мой сын. Мой Джучи. Мы победили. И другие народы из страха стали слагать обо мне песни. Простите, государь. Наверное, после этой славной победы вы поверили, что небо покровительствует вам? Да. Впереди было еще много битв. Но, думаю, это была самая важная моя победа. Я понял. Надо не бояться и не отступать. Как будто ты уже избран небом. Но я не знал,
что наверняка, что действительно избран. Пока вечное синее небо само не обратилось ко мне. Пейте, ешьте, дорогие гости. Я знаю, мудрецы питаются только воздухом, но я много видел. Как хорошо ешь ты, Елючу Цай. За все годы моей службы я ни разу не слышал эту историю. Я крошки не съем, государь, пока не узнаю, как же всемогущее небо обратилось к вам. Просто, как я к тебе. Обойдем его по лощине! Вперед! Надо спешить. Кунан запачкался. Ты бы ехал на коне такой грязный? Пастухи видели меня. Но за тобой они не погонятся. Что ты такое говоришь? Возьми. Это золото. За одну монету любой сартаульский караван примет тебя. За этими горами река Итиль и земли кипчаков. Там булгары, но не оставайся там долго. Каган скоро придет туда. Люблю, но завтра утром мне надо держать знамя великого Кагана. Избранника неба! Стой на месте! Господин, я не защищаюсь. Я не защищаюсь, не стреляйте. И это новый знаменосец Кагана. Тот, что родился в Соболе в пеленках? Да, это я. Не ты, Хептеул, который бежал с ребенком и женщиной. Господин Сотник, я возвращаюсь в стан. Я провожал сородича. Он ушел с караваном. Ты видел женщину с ребенком? Да, но я был не с ними. Мужчина был Хептеул? Не знаю, я спешил. По-моему, ты замочил Соболи пеленки. У тебя много лиц, Эрдене. Пойдешь с нами, поймаешь эту женщину. Утром я должен держать знамя великого Кагана.
Не бойся, я предупрежу Кенни Урина. Догоним ее и узнаем, предатель ты или нет. Качи, передай все как есть. Скажи, Эрдене с нами? Наран! Кайсар! Стой! Стоять! За ним! Ты кто? Это же я, Арасан. Опять не помнишь? Ух ты! Хорошо, ты стреляешь. Меня поймать хотел? Давай. Давай, убей меня. Убей, как и этих волков. Только этого волка я убил. И того. И этого тоже. Ты мазала, а я попадал. Мои стрелы черные. Всю ночь сидел и тебя охранял.
Я лучший стрелок. Скажи теперь, что я не самый-самый-самый. Дагуланг. Моя Дагуланг. Я не твоя. Почему? Уходи. Слышишь, уходи. У тебя даже лошадей нет. Ничего. Пешей пойду. Без тебя. Дагуланг. Позволь мне быть с тобой. Уходи. Горе тебе будет со мной. Уходи. Мне так хорошо, что хочется умереть прямо сейчас. Мне так хорошо, что хочется лететь и лететь к великому синему небу. Мне так хорошо, что хочется жить вечно и смотреть на тебя. Один конь, 2 человека туда ушли. Ты правду сказал, Эрдене. Можешь вернуться в лагерь. До вечера их догоним. Ты все еще не веришь мне, святой человек? Тогда слушай мой последний рассказ. Это было вскоре после разгрома меркитов. Я охотился со своими жасаулами на берегу Анона. И тут, прямо на меня из кустов, с ревом выскочил Парс.
увидел меня и замер. Наши взгляды на мгновение скрестились. Но, казалось, прошла целая вечность. Барс прыгнул в сторону и исчез. Я вскочил на своего белого коня и, приказав Жасаулам остаться, поскакал за Барсом. Я пробивался сквозь чащу, словно знал, где прячется Барс. И я увидел его на вершине горы. Но конь испуганно захрапел и стал пятиться назад. Вместо Барса на вершине горы стоял человек. Я узнал в нем Бектера, своего сводного брата. Я словно оцепенел и не смог сказать ни слова. А Бектер сказал ровным, сильным голосом: «Тимучин, я пришел сказать, что волею вечного неба будет тебе особый знак свыше». «Какой знак?» — спросил я. «Над головой твоей будет являться облако и следовать за тобой. Оно будет перстом вечного неба, прощением твоих грехов и благословлением твоего высочайшего положения на земле», — сказал Бектер и через паузу добавил: «Но ты должен беречь это облако, ибо, утратив его, ты утратишь свою силу». «А как же я буду оберегать его?» — спросил я. Бектер странно улыбнулся. «Это уж твоя забота». Я обернулся, потому что услышал крики Жасаулов, искавших меня. И тут же страшный рык заставил меня обернуться к Бектеру. Барс, оскалив пасть, прыгнул в заросли и исчез. Само небо, мудрец, скажет тебе, что все это правда. Ступайте за мной. Вот он, перст небесный. Я знаю дорогу. Мы ходили здесь с самим Сабудей-Найоном. Зачем наверх подниматься? Здесь до Гулан караваны ходят. На нас донесут сразу Хаптеулам. Они все боятся гнева Кагана.
Интересно, сам Каган кого-то боится? Наверное, нас с тобой. И маленького Кунана. Это они. Арасан. Арасан, они нас догнали. Скачи в лощину. Я их задержу. Нет, я останусь. Скачи, спасай Кунана. Найти его! Ну и где ж твои стрелы? Сопляк. Кто ты такой? Что тебе нужно? Прости меня, Дагуланг. Я хотел уехать, но я узнал, что ты с другим. И не смог. Я сам поговорю с ним. Не подходи к ней, ты слышишь? Не подходи! Не хочу биться, брат. Я приехал за своей женщиной и своим сыном. Ты не получишь их! Давай поговорим. Защищайся или беги! Ах ты, мальчишка! Арасан! Я не хотел, Арасан! Арасан!
Уходи. Он сказал тебе уходи. Дагуланг. Ты знаешь, Каган не прощает предателей. Это закон Кагана. Ты вернулся один, Эрдене. Ты не поднял знамя Кагана. И твои слова никто не может подтвердить. Ты заслужил наказание палками. На твое счастье, наш Каган великодушен. И ты с ним одного рода. Он дважды спрашивал про тебя. И хочет, чтобы ты держал девятихвостое знамя. Ступай, Эрдене. И помни, самой страшной казни Каган подвергает своих любимцев, если они обманывают его ожидания. Я знаю, что только человеку, постигшему Дао, очистившемуся душой, доступна вечная жизнь. Но великий Каган доказал нам, что он истинный избранник неба. Если он верит во что-то, переубедить его невозможно. Он ждет, что вы ему раскроете секрет бессмертия. А вы опять утверждаете, что секрета не существует. Вы же считаете всех патриархов учения бессмертными. И Лао Цзы, и преподобный Джуанчжоу. Они умерли много веков назад. Я из них никого не встречал. Владыка мира раскрыл свое сердце, тайну своей жизни. Может, пока он занят своими делами, мы что-нибудь с вами придумаем. Скажи, пусть позовут ко мне мудреца. Наш старый друг купец Махмуд из Мавернаха просит встречи с тобой, повелитель вселенной. Он задержится недолго. Пока мудрый Чанчунь дойдет до твоей юрты. Вы понимаете, я не смогу защитить от его гнева ни вас, ни ваши монастыри, но я сам... Я уже сказал ему, что вы раскроете секрет бессмертия.
Небо мудрее нас, мой друг. Небо всегда мудрее. Она думала, что мы идем в Бухару. Я взял бы ее в караван, повелитель. Но заметил на ее лошади воинское клеймо и понял, что это женщина, беглянка и преступница. Ее зовут Дагуланг. Это женщина с ребенком, которую преследовал Хадан. Дознайтесь, кто ее муж. И поступайте сообразно закону. Ты получишь награду. Пусть все увидят перед походом, как карают непокорных. Эта блудница будет казнена за то, что, пренебрегая запретом Кагана, решил родить, когда все другие обозные женщины закрыли свои чрева от зачатий до особого соизволения Кагана. Эта бесстыжая тварь так и не назвала имя мужа, который позволил ей скрываться, а потом бежать. Достопочтенный Елишуцай, а какова вина этой женщины? Ее вина гораздо легче, чем наша. Она не обманывала Кагана. Если до казни она не назовет имя изменника, который прячется тут, как степная мышь, их ублюдок никогда не станет свободным монголом. Он станет рабом, как безродный, зачатый преступниками, поправшими волю избранника неба. Я сотник Хептиулов Эрдене. Слушайте меня все! Это моя женщина, зовут ее Дагуланг. Это мой сын, и зовут его Кунан. Я отец ребенка, слышите? Я! Государь, твой любимец Эрдене. Из нашего рода. Закон для всех. Давайте быстрее! Привязать его! Это тот юноша? Мы уже ничем не можем ему помочь. Дагуланг! Эрдене. Дагуланг! Эрдене. Дагуланг! Начинайте! Пошел! Пошел! Давай!
Тумены выступают, государь. Верните мне. Верните мне его. Где? Где оно? Я сын неба! Избранник Всевышнего! Никто не смеет! Никто! Прочь, собаки! Я избранный! Владыка народов! Потрясатель миров! Иду к последнему морю! Не огорчайтесь, мудрейший. Каган не удостоил вас прощальной беседы. Зато даровал вам вот это. Он освобождает все даосские монастыри от уплаты дани. Передайте великому Кагану мою благодарность. Я провожу вас и вернусь в стан. Мы выступаем в поход. И я всегда должен быть рядом с владыкой. Прошу вас, никому не говорите про белое облако. Да было ли оно? Не было никакого облака. А Каган есть. И он по-прежнему избранник вечного неба. За что небо отмечает людей? За что лишает их своей благодати? Волей вечного неба я поручаю твоей заботе этого ребенка. О небо,
ребенок Дагуланг? Его зовут Кунан. Он родился свободным монголом и не может быть рабом. Дагуланг просил отдать его в твои руки. Как же я буду кормить его? У меня нет молока. Это уже твоя забота. Ты можешь искупить свой грех перед Дагуланг. Твой донос. Кто ты? Что же мне с тобой делать? Это такое наказание, чтобы ты умер у меня на руках. Ну на, убедись, у меня ничего нет. У меня нет молока. Что ты делаешь? Нет, нет. Это чудо. О, небо. У меня молоко. Пей. Пей, мой хороший. Мой сын. Ты будешь жить, Кунан. Клянусь. Я выкормлю тебя. Небо любит тебя, и ты будешь жить.